Кадырова заставила интернет-пользователей побыть детективами, строить гипотезы о том, какая же беда настигла главу Чечни. Многие верят в то, что он действительно заболел, даже указывают причину – его отравили. Итак, версия первая – женская ревность. Кадырова травит его собственная жена Медни. Она потихоньку подсыпает ему что-то в еду, чтобы отомстить за связи с певичками, звездами шоу-бизнеса, вертихвостками в хиджабах и без, которых он забрасывает дорогими подарками и лайками. Версия номер два – коварный замысел Путина. Визит Кадырова в Кремль в конце декабря стал последним в его жизни. Там его отравили полонием, и у него случился понос. Помните видео, где он якобы бежал на молитву? Так вот, вранье все это. На самом деле падишах торопился в туалет. В дополнение к этому сценарию пользователь Руслан Ингушский пишет, что Кадырова из Кремля так и не выпустили. Заточили в подвалах и пытают. Третье. Шизофрения. Вот от чего лечится Кадыров. К слову, это заболевание зачастую сопровождается социальной изоляцией. А еще шизофреники несут бред, у них неестественное выражение лица, беспорядочная речь и поведение. Они то долго молчат, то вдруг впадают в бесцельное возбуждение. Сторонники четвертой версии уверены, что Кадыров ушел в запой. Пьяный в стельку Рамзан Ахматович закрылся у себя в чертоге и пьет, не просыхая. Номер 5. Кадыров вообще уехал из страны. И вот тут наблюдатели расходятся. Он либо отправился в медовый месяц с очередной пассией, либо с теперь уже бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым поехал жизнь прожигать. А вот другие считают, что он свою жизнь уже отдал, как верный пехотинец за царя. И версия номер 6. Причина исчезновения связана с подготовкой к бою со спортсменом Александром Емельяненко. Кадыров дни и ночи проводит в спортзале, чтобы отправить соперника в нокаут, как и обещал. Вот появится Кадыров, и все увидят, какой он стал мощный. А вот некоторые убеждены в обратном. Кадыров, напротив, очень сожалеет, что вызвал Емельяненко на бой. И теперь вот думает, под каким бы предлогом улизнуть от поединка.